Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, как заботился, посмотрим. И особенное внимание на что он обращал. Али, ради Аллаху анху, рассказывает, однажды на утренний намаз пророк, алейхиссалату вассалам, проходил возле их двери и постучил, сказал: «Аля тусаллюн». Заметил, что они еще не проснулись, там не горит свечи, что они не видно, что проснулись. Вы разве не совершаете намаз, утренний намаз? Али ответил: я сказал, говорит: я Расулаллах, о посланник Аллаха, иннама анфусана биядилля, наши души в руках Аллаха, говорит. Фаиза шаа ябатана баасана, если Аллах захотел бы, говорит, нас будить, Он нас будил бы, говорит. То есть нету, как это понять, нету необходимости, чтобы ты к нам приходил, нас будил на намаз. Как бы так же понимаем. Мы обиделись бы еще пошли бы, да пошел ты, сказали бы, наверное. Нет. Пророк, алейхиссалату вассалам, не сказал. Но Али Асхаб этот ночь был очень уставший, говорит, поэтому он раньше не говорил, пророк будил, они вставали. Али Асхаб это рассказывает. Когда я так ответил, пророк уже нечего было ему сказать. Он мимо прошел и своими руками, ладонью он бил на ноги свои, вот так постучил и сказал, читал аят с Корана. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Ва канал инсану аксара шайин джадала. Как же Аллах говорит, человек очень хочет много ссориться, говорит, спорить хочет. Ну, если Аллах же отправил пророка, чтобы их будить. Если так понимать, это Али, как мы знаем, очень знающий, очень тонкий, даже ильм он знал, говорит. Разве это он момент не понимает, что ли? Ну, когда человек уставший, лучше не подходит. Как говорит, когда голодный, опасный бывает, говорит. Тогда так же, когда уставший человек, Али Асхаб, вот так он ответил. И пророк читал это аят, говорит. Ну, Али Асхаба, конечно, постеснялся, наверное, и попросил после этого прощения. И пророк не злился, не обиделся. Он повторял то же самое, всегда заботился о их религии. А наши родители, когда выдают замуж, о чем они больше думают? Кондиционер есть дома, муж хорошо зарабатывает, обижает. Пророк, алейхиссалату вассалам, о дунья не спрашивает. Он всегда заботился о их религии. И он говорил, это дунья не для нас и не для моей ахлубайт, семьи. Даже когда мы читали, она приходила, просила помощь у пророка, алейхиссалату вассалам, Фатима, что говорил пророк, алейхиссалату вассалам? Хочешь, я тебе дам, говорит, 5 козлов, есть, говорит, у меня козлы, которые, ну, заказ, что-то было. А хочешь, я тебе научу дуа, который меня недавно только что научил Джабраил, алейхиссалату вассалам, 5 калимат. Но она поняла, что отец не зря ему предлагает дуа и 5 козлов. Это дунья вещь, а это дуа для ахрата. Она сказала, лучше научи меня дуа, я еще дальше продолжу терпеть. Ну, когда есть более нуждающие люди, пускай отдает им. Она выучила это дуа 5 калима, которые мы в прошлом уроке сказали, и вернулась к Али. И сказала она, я Али, я пошел искать дунья, но Аллах нам дал ахрат. То есть вот эти 5 калима. Я ауаль аль-ауалин, о начало всего, я ахир аль-ахрин, и конец всего, зал кувват аль-матин, который обладающий весь всю силу, я рахим аль-масакин, о тот, который помилует мискин, я архам аль-рахим, о тот самый милосердный. Вот это дуа научил, говорит. Это дуа действительно, когда трудно, нам всегда из своих пророк, алейхиссалату вассалам, учил обращаться к Аллаху. Это не значит, нельзя просить помощи, когда тебе трудно. А Фатима просила помощь, но пророк, алейхиссалату вассалам, учила ее эту дуа, потому что для нас это пример. Не всегда всем находится, кто помогает в трудности. Туда идешь, сюда идешь, туда идешь, и не находишь, кто помогает. Надо выучить такие дуа, обращайся к Аллаху,
откуда ты не ожидал, Аллах тебе будет посылать такого человека, который будет помогать. Видишь, она эту дуа выучила и эту дуа передала. Даже передала она. И до сих пор 1400 лет эта дуа есть. Показали, пропали бы. Для этого пророк, алейхиссалату вассалам, для нас пример. И дочь ее пример, как мы сказали, для женщин. Особенно и для женщин. Когда Аллах похвалил тех людей, которые похожи на пророка, женщины же пожаловались. И Аллах, и пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, кто хочет быть на меня похож, пускай будет похож на Фатима. Видишь, Фатима что выбрала? Выбрала ахират. Нашим дочерям и нам, любой из нас может попасть в такие ситуации в жизни, трудности, чтобы мы не согрешили, не жаловались. Просто надо уметь правильно просить. И они говорят, аля саби Фатима, они эту дуа никогда не оставляли. يا أول الأولين يا آخر الآخرين ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Можно выучить, иншаллах. Вот эта дуа, пророк ﷺ учил их. И после замужества это все, как мы знаем, выдал замуж и все, не оставлял, потому что, мы как сказали, пророк, алейхиссалату вассалам, ждет от них много чего для умма, примера. Благодать. Каждый раз, когда он собирался в сафар, он заходил к ней. Фатиме, потом уезжал. Сперва женам заходил по очереди. И в конце Фатиме. Сахаби, радиаллаху анху, мы ждали, говорит, когда пророк выходит из дома Фатимы. Потому что, когда к ней он заходил, от нее весело выходил, говорит. Полное настроение был, говорит. Особенно, когда родились Хасан, Хусейн. Он, пророк, алейхиссалату вассалам, бывало, говорит, часто, что смотрел за детьми Хасан, Хусейн. Когда Фатима дома убирала, готовила, пророк, алейхиссалату вассалам, с ними игрался, как в садике. Внимание, хоть он умма, да, пророк умный, сколько ответственности, но он всегда находил время для своей семьи, для жены, даже для Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад саллям. Мы сами себе так должны контроль делать. Работа, но семья, дети тоже важно. Не то, что вот просто мы этим приближаемся к Аллаху. Когда ты зарабатываешь дунья, приближаешься к Аллаху. Но когда ты для семьи будешь хорошим, и ты еще больше приближаешься к Аллаху. Как хадис пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, наилучший для вас, для семей, для жен, я, говорит. Из вас тоже самые лучшие, кто наилучшие для своих семей и жен. И пророк, алейхиссалату вассалам, на утренний намаз, они жили чуть далеко от пророка Фатима и Али. Когда возле их двери проходил, читал аят, Куран аят. Как будильник, получается, да? Он не гордился, не стеснялся, он воля Аллаха впереди был. Представьте, вот мечеть здесь, он может проходить оттуда, через их дом, и читать аят. «Иннама юриду Аллаху лиюзхиба анкум риджса ахлал байт ва ютаххиракум татхира». Поистине Аллах хочет вас очистить. Смотри, как понимаешь, вот тебе домой приходит именно к тебе. И пророк говорит, потому что ты единственный, можно сказать, семейство пророк, который Аллах в Коране говорит, он же не заботится особенно так сильно, как именно остальными, как именно как Фатима. Есть еще другие дочери, но особое внимание обращал на нее. Когда она слышит аят, который обращается Аллах, что хочет вас Аллах очистить. Какой у него в душе будет Фатиме и Али. Этот аят читал, говорит, Аллах хочет вас наилучшим образом очистить. Аллах вам дорогу открывает. Мы мало видим тех людей, когда выдают своих дочерей, кто спрашивает аят. Муж соблюдает намаз, вовремя встаете на намаз. Аллах, мало кто спрашивает. Вы на утренний намаз встаете, да, дочь, кто спрашивает? Можно сказать, процентов, наверное, 10, если не меньше. Вот замуж, и все, наверное, думает. А почему так? Потому что изначально, если дома он не спрашивал, дочеря, сыновья, встали на намаз,
сделали намаз вовремя? Конечно, он после замужества, после женитьбы, тем более не будет спрашивать. Алхамдулилля, есть такие родители. Сынок, на утренний намаз, ты айб. Аллах, есть такие люди, мы видим. Алхамдулилля. Хоть сын женился во дворе, отец же видит, джамаат, мечети он был, а сын не был. Айб, Аллах, а соседи постесняйся. Там взрослые, старики. И дети бывают, как пришли. Есть, я встретил таких людей. Говорят, алхамдулилля, но пусть Аллах, чтобы больше было таких. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, захотел, чтобы Али был поближе к нему, Фатима, чтобы почаще свои васияты читал, чтобы рядом был. И он просто между собой, между кем-то, наверное, вот так говорил. А об этом услышал Хариса бин Ну'ман, сподвижник, что пророк хочет, чтобы Фатима была рядом. Фатима пришла к пророку и сказала: «Я Расулаллах, поговорил бы с Харисой». Он был сосед пророка Хариса, у него был участок побольше, наверное, там был. Попросил бы с Харисой, чтобы он нам уступил от своего места чуть-чуть, чтобы мы переселились к тебе рядом. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Я бунайяти, о мой дочь, Аллахи лакад истахьяйту, я постеснялся, говорит, я не могу у него попросить, говорит». Они готовы, сахаби, пожертвовать своими душами ради пророка. Не только земли, домами. Пророк говорит: я постеснялся у него попросить, потому что продай скажет, он не продаст, он просто отдаст сахаби. И он услышал вот этот разговор, что было между Фатимой и пророком, и пророк не может просить у него, стесняется, говорит. Значит, он понял, они хотят, но стесняются. Сам пришел Хариса к пророку, алейхиссалату вассалам. Почему пророк постеснялся? Потому что он уже не один раз пророку давал свои маленькие места. Как пророк, алейхиссалату вассалам, женился на еще на одну женщину, он дает для него маленькое место там. Как мы видим, худжурат, комнаты пророка, они же не гектары были, не планы, не 10 соток. Там маленькие места. Я больше не могу попросить у него, сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Сейчас посмотрим Хариса, что делает. И говорит: «Я Расулаллах, говорит, о посланник Аллаха, до меня дошло, что ты хочешь, чтобы твоя дочь Фатима, чтобы была она рядом. Валлахи, говорит, эти мои дома, они наиблизкие дома к тебе, говорит. Если ты хочешь, чтобы кто-то, они ближе к тебе пришли. Я самый близкий человек по соседству. Ва иннама ана ва мали лиллахи ва расулихи. Поистине я и мое все имущество принадлежит Аллаху и его посланник». Он же все отдал. Хочешь, выбирай, что хочешь. Целиком хочешь, все хочешь. Он говорит: все мое принадлежит Аллаху и посланнику. Однако пророк, алейхиссалату вассалам, а ну-ка дай-ка, сразу не скажет и не возьмет, пока он вот так сам не отдаст весь. И говорит Хариса: «Я Расулаллах, и посланник Аллаха, Валлахи, клянусь Аллахом, лаллади та'хузу мин мали ахаббу иляя мимма тадау». Он повторяет, когда пророк не ответил, не взял: «Клянусь Аллахом, то, что ты от меня берешь, наилюбимее для меня, чем то, что ты оставляешь. Если ты у меня не возьмешь, у кого-то возьмешь, он может обидеться. Я люблю, говорит, чтобы ты у меня взял именно, чем ты оставишь». И пророк, алейхиссалату вассалам, ему делал дуа, и он одну маленькую комнату дал для Фатимы или Аля Саба, радийаллаху анху. Эта комната была по мерам 2,5 метра на 2 метра. От дома Али и Фатима рядом с пророком, алейхиссалату вассалам. Вот история, вот это, что мы здесь можем для себя взять? У нас какие большие дома, да? Участки там, 20-100, еще там где-то дачи есть, еще там планы бывают. Когда у нас чуть-чуть в жизни палатки там, мы уже начинаем жаловаться: субханаллах, что со мной творится, ничего вперед не идет. Вот недовольство начинается у нас. Когда мы перед глазами ставим эту картину, Фатима и Али, 2,5 метра на 2 метра, мы можем себе хотя бы говорить: «Эй, Хасан, остановись, успокойся, скажи алхамдулиллах, что есть у тебя, то, что есть. Чем ты, лучше намного, миллион раз люди жили намного теснее в земле».
приходит «Алхамдулиллах» сказать, потом поблагодарит Аллаха. Иншаллах, потом будешь читать эти дуа. Захочет Аллах, откроет тебе тоже. Главное, не жалуйся. Не жалуйся, не плачь. Дуня плохой, дуня. Просто вот, есть люди, когда чуть-чуть не хватает, смотришь, плачет. Видим же, проходят люди, плачут. У них есть дом, есть все, плачет. За дуня вот так плакать не стоит. Сабр, Аллаху Та'ала как говорит, «Иннама юаффа сабирун аджрахум». Кто терпит, Аллах им даст. Просто подними руки Аллаху. О Аллах, я Аллах, поистине я нуждаюсь в помощи. Моя жизнь трудности. Как Муса, алейхиссалату вассалам, когда он убежал от своего народа и не знал, куда идти, он просто поднял руки. О Аллах, поистине я нуждаюсь в твоей помощи. И чуть время не прошло, пришли два дочеря пророка, алейхиссалату вассалам. И так, история еще долгая. Они увидели, этот человек честный, он просто им помог. Они пошли отцу, сказали, там есть какой-то человек, нам помог, поистине он сильный и честный, давай-ка его зовем к себе гости и возьмем его, как для нас пастух, говорят. У них этого пророка не были сыновья. Понимаете? Дочеря как будто нашли человека честного, чтобы дома им помог за овцами посмотреть. И так получилось, и жены получилось для него. И женился на одной из них, и работа, и был самим, встретился с пророком, таким же, как он. Алхамдулиллах, хороший сухбат получился. Все начало из чего? После трудностей пришло дуа, и после дуа все, Аллах открыл дорогу. Иногда такие трудности нас больше приближают к Аллаху. Она бывает причина, что мы задуматься. Алхамдулиллах, вот такие подобные истории, когда побольше мы читаем, иншаллах, нам это открывает дорогу в рай. Пусть Аллах нас обрадует всех и даст Аллах нам терпение. Конечно, мы просим у Аллаха в ризке, чтобы было, не нуждались, не попали в такие ситуации, потому что мы никакие, как они. Такие трудности мы не можем терпеть. Мы жалуемся, Аллахе жалуемся. Однажды имам Шафи, радийаллаху анху, у него была, говорит, болезнь, которая кровь шла, говорит, у него. Он учился, под собой тазик иногда ставил, говорит. Он говорил, говорит, о Аллах, если есть твое довольство в этой болезни, я прошу эту болезнь оставить до смерти. Главное, чтобы ты доволен, за это пиши мне награду. Учитель имама Шафии сказал, говорит, Шафи, ты так не говори, говорит. Ты не из тех, говорит, которые могут терпеть на такие беды. Кому говорит? Имаму Шафии, ему говорит. А где мы? Те люди, которые могли терпеть на беды, они пророки, говорит, и получали довольство Аллаха, говорит. Они были такие, говорит. Ты лучше проси, говорит, лечение, говорит. Пусть Аллах тебя выздоровит, говорит. Вылечит от этой болезни. Понимаете? Поэтому мы должны просить всегда Аллаха здоровья и имущества, достатка и имущества. Пусть Аллах нам облегчит дорогу в путь в рай. Амин, амин, амин. Пусть будет доволен Аллах над этими сахабами, как Али и Фатима, которые были для нас, на веки веков, примером, чтобы мы посмотрели, увидели от них такие примеры и последовали за ним. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب